На неделе правительства Коми отчиталось перед Госсоветом о работе в прошлом году и планах на ближайшую перспективу. Как и прежде, в приоритете развитие экономики и поддержка социальной сферы. Все подробности в материале Алексея Корчмы. Новые школы, свежие дороги, содействие занятости и крупные инвестпроекты, поддержка бизнеса и человека. В часовом докладе о работе правительства уместилось, конечно, не все, но основные темы проработаны досконально. Задача – увеличение доходов бюджета, цель – улучшение качества жизни людей. В условиях санкций экономики региона приходится непросто, говорит Эльмира Ахмеева, но все работают в одной связке и пока справляются. 2022 год, как и предыдущие года, в очередной раз принес новые вызовы в условиях жизнедеятельности государства и всех регионов. И для республики прошлый год также не стал исключением. Всем известные факторы значительно повлияли на темпы развития отдельных сфер экономики. Тем не менее, нам удалось сохранить нашу экономику и вложиться в дальнейшее ее развитие. А главное, нам удалось обеспечить сохранение стабильности во всех сферах жизни наших жителей. Мы обеспечили исполнение всех взятых на себя социальных обязательств. Доступность медицины, поддержка материнства и детства, развитие системы адресной помощи. Социальные обязательства правительство исполняет. Количество малоимущих уже заметно меньше. Задача на перспективу – ощутимый рост покупательной способности населения. Видна динамика развития многих показателей. На чем я хотел бы обратить внимание. Как человек, который непосредственно много лет работал с социальной защитой, мне было интересно услышать цифру о снижении количества у нас малоимущих, и малоимущих семей, и количество малоимущих граждан. Это действительно то, к чему, самый, наверное, главный показатель, о чем говорит президент, это рост доходов населения. Он должен быть обеспечен, и действительно цифры показывают, что динамика положительная в Республике Коми в этом направлении есть. Доходы бюджета в 2022-м выросли почти на четверть, госдолг сократился почти на 2 миллиарда. Из федерального центра привлечено 19 миллиардов, а это значит, социальная направленность бюджета сохраняется. Выплаты, пособия, вознаграждения, компенсации социальной направленности были все проиндексированы на 4%. Произведена работа по перерасчету мер социальной поддержки с учетом решения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по индексации величины прожиточного минимума с 1 июля прошлого года на 10%. Коми встрепенулась после пандемии, ограничения сняты, но вместе с тем вопрос развития здравоохранения по-прежнему остается в числе приоритетных направлений работы правительства. Ранее построили 19 ФАПов. В этом году планируют еще 25 и 5 врачебных амбулаторий. В районные поликлиники и больницы поставляют современный автотранспорт и медоборудование. Обратила я внимание на строительство ФАПов. Это такой один из наболевших вопросов был в республике. Не могли все построить ФАПы. Здесь 19 ФАПов уже построено. Есть планы и в дальнейшем. И строительство школ, конечно, прежде всего 2 школы в республике построены. Это очень важно для нас, для наших детей. Основные показатели экономического развития Коми связаны с промышленностью. Так было всегда. Сегодня ситуация в регионе стабильна. С учетом новых экономических условий компании и предприятия республики пересмотрели векторы развития. Сделана переоценка рисков в финансовом секторе и логистике. Есть условия для новых инвестиций. Малый и средний бизнес получает государственную поддержку. Развивается и агропромышленный комплекс, что в наших северных условиях задача не из простых. В отчете все конкретно и подробно указано. И, конечно, меня он потрясает, этот отчет, потому что какой бы мы ни взяли раздел работы правительства, здания строятся, дороги ремонтируются, несколько сотен мест для дошкольников появилось, 400 мест для школьников появилось. Я буквально вчера была в Ухте, смотрела прекрасный тепличный комплекс, а это, извините, как раз инвестиции и возможность предпринимателям прийти с прекрасными деньгами и что-то производить на территории республики. Правительство проделало колоссальную работу. И строительство новых объектов спортивных, школьных, дошкольных, инвестиции в основной капитал, открытие даже новых производств, это, конечно, ярко это демонстрирует. Особое внимание исполнению нацпроектов. Только в прошлом году из бюджета было выделено 11 миллиардов 800 миллионов рублей. И это не просто цифры, а новые дороги, школы, детские сады, библиотеки, благоустроенные дворы и спортивные площадки. Мне сегодня особенно отметился высокий процент исполнения национальных проектов на территории Республики Коми.
Коми. 97%, я считаю, что это достаточно хороший результат. И особенно это касается основных национальных проектов, как образование, здравоохранение. Мы отмечаем, что наша работа, она ведется в формате сотрудничества. И вот при таком формате работы совместной мы, конечно, достигаем положительных вот этих результатов. И стоит отметить то, что ряд наших общественных предложений, которые мы направляли ранее в адрес главы Республики Коми, председателя правительства Республики Коми, они вот сейчас реализованы. И, конечно же, это вот тоже положительные результаты вот совместной работы. Как было озвучено, в прошлом году было привлечено порядка 12 миллиардов рублей именно на 44 проекта, национальных проектов. Причем больше половины средств это федеральные. И это указывает на то, что именно республика, правительство Республики Коми и глава Республики Коми очень четко выстроили диалог с федеральными властями. Эльмира Ахмеева поблагодарила социальных партнеров региона, которые в непростое для всей страны время продолжают выполнять ранее достигнутые договоренности. Как вы видите, за отчетный период и первый квартал этого года наблюдается положительная динамика во многих направлениях. Это результат совместной работы всех уровней власти. А в первую очередь, учитывающей мнение наших жителей. На нас возложена большая ответственность перед жителями республики, чтобы наша республика становилась каждым годом все краше, лучше, а работа в республике комфортнее. Чтобы в регионе оставались молодые специалисты, создавались семьи, а уровень жизни был качественным. Депутаты Госсовета, заслушав отчет, в целом положительно оценили работу регионального Кабмина. Отметили не только позитивные, но и проблемные моменты, на которых стоит заострить внимание как исполнительной, так и законодательной власти.